Привет, республика! Предлагаю второй день зимы встретить бодро и на позитиве. Что для этого нужно? Устроиться поудобнее. Отложить все на ближайшие 20 минут важные дела и приготовиться получать полезную информацию. Ах, да, будут еще интересные знакомства и супер лайфхаки. Давайте начинать. Рожденные зимой. Как сделать праздник незабываемым? Коми-фолк – проект театра Коми и Финляндии. Страшный рассказ или правдивый сон? Новая видеоигра в нашей республике. Говорят, что большинство тех, кто появился на свет зимой, не любят отмечать свой день рождения. Погода не добавляет нужного настроения, и даже самый модный оверсайз-свитер смотрится на фотографиях угрюмо. Стоп, давайте все-таки найдем плюсы. Нет комаров, пыли и жары. Впрочем, это не все достоинства зимнего празднования. Как организовать вечеринку мечты? Сделать ее незабываемой и чтобы все получили удовольствие от процесса. Берите ручку и листочек. Организатор праздников Анна Безносикова поделится своими секретами. Для проведения дня рождения на свежем воздухе можно забронировать теплую беседку на базе отдыха или снять целый домик, а также можно организовать день рождения на своей даче. Тогда, помимо вкусного шашлыка и горячих согревающих напитков на свежем воздухе, необходимо подумать, чем же вы будете развлекать ваших гостей. Предлагаю организовать игры на свежем воздухе, которые никого не оставят равнодушными и не позволят гостям замерзнуть. Можно поделить всех гостей на две команды и организовать веселые старты. Тут в ход идут все зимние атрибуты – лыжи, ватрушки, санки и в том числе кидание снежков. Зажигательные танцы на свежем воздухе тоже всегда подарят хорошее настроение. Выберите активную песню, поставьте всех гостей в шахматном порядке и организуйте танец-флешмоб для взрослых и детей. А для его организации заранее придумайте простые движения, благо в интернете сейчас очень много вариантов. Можно организовать игру-перестраивалку для всех гостей. Для этого поделите их на две команды и каждой команде раздайте комплект крупно напечатанных букв, из которых можно сложить слово «Поздравляем». И начинаем громко говорить пожелания имениннику, которые можно сложить из этих букв. Гостям необходимо продолжить эту фразу и понять, какое слово им нужно выстроить из этих букв, которые у них уже есть. Та команда, которая сделала это быстро и правильно, получает 1 балл. Но примеры пожеланий могут быть такие. Желаем, чтобы у именинника был большой трехэтажный, и все гости дружно выстраивают слово «дом» из этих букв. Или желаем, чтобы каждый год именинник ездил на теплое и ласковое. И здесь все гости догадываются, что нужно выстроить из этих букв слово «море». А еще танец-каравай поднимет настроение любому гостю, чтобы денег полон дом, чтобы счастье было в нем. И все гости вместе держатся за руки и подхватывают: вот такой вышины, вот такой ширины. Я думаю, что такие игры на свежем воздухе никого не оставят равнодушным, и ваш праздник запомнится гостям на 100%. Дружба финно-угорских народов не угаснет никогда. Вот и Национальный музыкально-драматический театр Коми подготовил необычную премьеру. Две театральные труппы Республики Коми и Финляндии создали спектакль «Коми-фолк». Театр Форса выступил партнером нашего театра на Российско-финляндском культурном форуме. Там и возникла идея создать совместный проект. Премьера уже сегодня. В театре обещают, что будет много интересных сюрпризов, а Настя Калмыкова заглянула в гости к артистам. Проект «Коми-фолк» – это новая страница музыкальной книги региона. Артисты Национального музыкально-драматического театра решили осовременить народные коми-песни. Да, подход не новый, но сама постановка порадует и приятно удивит каждого зрителя, притом не только нашего, но и финского. Это будет такое музыкальное театрализованное действо. В
плане того, что не будет пауз. То есть это все должно проходить на одном дыхании, с чего вот мы сделали первый звук, услышали, и все, и всю программу не будет ни одной паузы. И ко всему прочему, конечно, большой особенностью является синтез эстрадных инструментов, классических таких вот, и народных. Зрители буквально окунутся в атмосферу древних времен. Передать дух северного народа помогает звучание оркестра, аутентичных песен и народных коми-инструментов. Будут в первую очередь самые популярные наши народные коми-инструменты. Это чипсаны, пеленные духовые инструменты, флейты различные, пупеленные, бать пупеленный. Ну и, конечно же, куда мы без сигутка, без нашего сигутка. Сигудек это тоже будет, вот, если вы увидите, вот за мной стоят четыре инструмента, вот все 4 инструмента будут участвовать в этом шоу. Также будет использоваться брунган. И в одной из песен мы решили, раз такой вот у нас, понимаете, финно такой проект, мы решили взять один инструмент карело-финский, он называется кантели. Впервые 2 театральные труппы из Коми и Финляндии соединятся, чтобы показать культурные традиции финно-угорских братьев. Театр Форса на Сыктывкарской сцене появится онлайн. Их номера слиты воедино с песнями коми-актеров. Они снимали и хореографию, снимали и сами себя в некоторые моменты, где они и снимали свои, так сказать, достопримечательности, свою природу. И мы это собрали вот в единое целое. И перед каждой песней вы услышите финскую речь, которая рассказывает о Коми-республике. Вот что интересно. Me olemme Forssan teatteri Suomesta. Tavataan Komi-folk ensi-illassa joulukuun 2. päivänä online. Еще особенностью коми-фолка будут вариации от этнической музыки до фанка и рока. Артисты говорят, что такая работа была интересной и даже познавательной. Выбор песен пал и на те, которые очень редко звучат на наших сценах. Песни-то, может быть, и не сложно было найти, нужно было их доделать, додумать. Возможно, для нашего зрителя будет что-то абсолютно новое. Старались найти новые песни, которые вообще-то мало звучат, и для нас было даже самим их открытие какие-то новые песни. Актеры надеются, что каждый зритель найдет то, что откликнется в его сердце, то, что разожжет огонь в душе и сделает вечер приятным. С любовью к родине, к коми-языку, к своей земле. Мы цель эту преследуем. А вы играли в детстве в Коми национальную игру «Шек»? Кстати, игры с косточками животных считаются самыми древними в истории человечества. Еще первобытные охотники кидали их ради забавы. Наша игра «Шек» возникла из слова «иш-шек». Это надкопытные суставы передних ног овец. Забавлялись в основном мальчишки, а вот настоящая шегомания начиналась на Рождество. Играли в святочную неделю. В это время подключались и взрослые. Время не стоит на месте. Современные дети все больше времени проводят за компьютером. Именно поэтому прогноз Коми совместно с Центром народного творчества и повышения квалификации готовят видеоигру «Приключенческий квест. Страшный рассказ» или «Правдивый сон». Подробнее об этом я узнала накануне. Даниил, Наталья, рада вас видеть в нашей студии. И давайте с места в карьер. Вы автор игры, Даниил. Расскажите, пожалуйста, про нее поподробнее. Игра называется по коми «Шуштам вишт» либо «Сбыль вет», переводится «Страшный рассказ» или «Правдивый сон». Это хоррор, получается, игра. Нет, это такая детская страшилка, скажем так. Ничего страшного, прям такого пугающего не будет. Просто она основана на мифологических рассказах коми. Мифологические рассказы — это былички, бывальщины. В общем, это такие рассказы, которые, допустим, охотники рассказывали в охотничьей избушке во время промысла. То есть она основана на каких-то столкновениях с нечистой силой. Там будет колдун, который сбежал из села во время войны. Там действует тоже конкретная привязка ко времени, перед революцией, потом 70-е годы, советское время и мифологическое время. То есть, вот. Наталья, вы с этнографией на «ты».
Как много исследований, если так можно, конечно, сказать, было проведено для того, чтобы как-то этот сюжет сделать максимально приближенным к коми-мифологии, коми-быту? Ну, непосредственно сюжетом занимался Данил, и он также участвовал в организации экспертной оценки текста, потому что мы писали отдельно сценарий, разрабатывали концепцию, и в экспертизе принимали участие научные сотрудники сектора этнографии Института языка, литературы и истории Коми-научного центра. И мы, конечно, очень благодарны, что в нашей команде есть и эксперты, и она включает в себя очень разноплановых специалистов. Задействовано очень большое количество людей для того, чтобы это реализовать. Эта игра, вы сказали, нацелена на детей. Вот если вкратце, вот вы тоже сюжет рассказали, как долго вы уже занимаетесь этой игрой и сколько еще времени нужно для того, чтобы наконец ее доделать, чтобы те, кто хочет, уже в нее поиграть? Ну, у этой идеи довольно долгая история, и она началась с момента моего прихода в Центр народного творчества и повышения квалификации, сотрудником которого я являюсь. Я как пришел, я предложил сделать такую игру. Вот, и коллеги поддержали из центра, и вот мы выиграли грант, и когда мы его выиграли, мы уже приступили к работе. То есть непосредственно работа началась уже где-то с конца сентября, и мы ожидаем презентацию в начале марта. Знаю то, что игры про нашу республику уже были представлены публике. Например, в музее, в отделе истории нашего музея как раз была такая игра «Бродилка-ходилка». Есть ли еще какие-то игры, связанные с бытом наших земляков, с мифологией? Ну, наверняка такие продукты есть, но я думаю, что и сегодня мы должны как раз пытаться донести до молодежи вопросы сохранения культурного наследия, да, нашего края на понятном им языке. Вот путем модификации мифологических рассказов и перевода их в игровую форму, чтобы молодежь приобщалась к культуре через те инструменты, которые ей максимально близки. Да, сейчас очень модное слово игрофикация. Вот мы ей занимаемся, по сути. То есть мы традиционную народную культуру в игровой форме подаем. На самом деле, да, я согласна, что с молодежью, как вы правильно сказали, нужно говорить на их языке. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Надеемся, что на презентацию вашей игры вы нас пригласите, а мы вам, наши дорогие друзья, обязательно покажем и, возможно, даже на камеру ее пройдем до конца. Спасибо вам, Наталья, спасибо, Данил. Спасибо. А сейчас давайте отправимся в Печору, прогуляемся по просторным полям, глыбам снега, увидим Куропатку и Кополуху, могучие Уральские горы. Фотограф из Печоры Игорь Триер на своей страничке в соцсетях регулярно через объектив фоторужья показывает красоты своей малой родины. Давайте смотреть. Насладились приятной красотой? Отлично, теперь возьмем короткую паузу. Впереди много интересного. Скоро увидимся, не скучайте. Это студия 11. Мы подарим вам прекрасное настроение на целый день. Готовы? Тогда поехали. Вот что нас ждет. Без страха и упрека. Конфликты в отношениях. Колледж культуры. Как все начиналось. Летнее путешествие. Отправляемся в национальный парк Кайгородский.
Многие из нас воспитаны на представлении, что муж и жена должны понимать друг друга на уровне интуиции и стараться не разжигать конфликты. И вот когда наши ожидания не оправдываются, мы начинаем сомневаться в идеальности союза. После ссоры чувствуем недовольство партнером и задаем себе вопрос: может быть, не все так плохо, и я просто слишком многого хочу? Психологи же другого мнения. Конфликты случаются, и это нормально. Главное — найти подход к партнеру и объясниться в своих чувствах. А как это сделать, расскажет психолог Анастасия Филина. Конфликты в паре, как их избежать и как прийти к взаимопониманию друг с другом. К сожалению, самая частая ошибка пары, когда они замалчивают свои эмоции, обиды и предпочитают все сдержать в себе, подавить и просто промолчать. К сожалению, долгие годы нас так воспитывали. Лучше потерпеть, зачем говорить, все пройдет, не плачь и так далее, и так далее. Но, к сожалению, все эти эмоции, они копятся, и рано или поздно взрываются, и случается конфликт. Зачастую конфликт развивается по формуле. Конфликтная ситуация, которая истинная произошла. Например, мужчина задержался с работы и не пришел на ужин, который старательно готовила жена. Дальше происходит множество конфликтных ситуаций. Жена замолчала эту эмоцию, потом муж прошелся по вымытому полу, потом он забыл помыть посуду, потом он не подарил ей цветы на 8 марта. И все это копится, и рано или поздно происходит инцидент, любая ситуация, например, упала ложка на пол, женщина взрывается и в 1 минуту может высказать мужчине все то, что копилось у нее месяц, а может быть и больше. Мужчина, соответственно, не понимает, почему произошел такой взрыв, почему на него кричат, и очень часто такой диалог не является конструктивным. В ход идут оскорбления, унижения, переход на личность, что называется конфликтогенами. И опять-таки это не приводит ни к чему хорошему. Поэтому, если у вас возникла какая-то ситуация, которая вам не понравилась, в которой вы испытали негативные эмоции, просто скажите об этом своему партнеру, используя «я-сообщение». Мне неприятно, мне грустно, меня это обидело. Так вы не заденете чувства партнера, и у вас будет возможность решить эту ситуацию мирно, которая не перейдет в конфликт. Колледжу культуры имени Вениамина Чисталева в этом году 65 лет. Культ «Просвет школа» – именно такое название выбрали в 1956 году. Были сложные времена, ведь это первые послевоенные годы. Культура тоже переживала переосмысление в поэзии, прозе, музыке. Ахматова, Зощенко, Шостакович – такие знаменитые фамилии были под запретом. Преподавателям нужно было идти в ногу со временем. Нам удалось пообщаться с первым заместителем директора «Культ «Просвет школы» Алевтиной Ивановной Куришовой и узнать все из первых уст. История длиною в 65 лет. Сегодня колледж культуры обучают по 4 направлениям: библиотековедение, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, социально-культурная деятельность и народное художественное творчество. Культ «Просвет школа» открывалась в непростые времена. Был переворот в культуре. Период времени этот был очень сложный, поскольку период переосмысления всегда достаточно труден. Ну и плюс к этому и условия, в которых находился народ в это время, ведь только в 1947 году были отменены продуктовые карточки. А карточки отменены, а в магазинах ничего не было. Поэтому и с этой стороны приходилось, так сказать, достаточно сложно врываться в новую послевоенную жизнь. Но вот, тем не менее, у культ «Просвет школы» был такой достаточно, по-современному скажем, звездный состав педагогов. Яков Перепелица, Клейн, Дьяконов. В 1956 году открылось это учебное заведение. Ряд специалистов, имеющих опыт работы, приходили к нам и, исходя вот из этого названия «школа», очень недоверчиво спрашивали, а надолго ли это учебное заведение и сколько оно будет существовать. И просто отказывались, потому что это было не перспективно, нестабильно.
И мы шли в министерство, а нам отвечали, ну, лет на 10 гарантия. А вот вы как считали, через 65 лет достигнет ли культ «Просвет школа», что она станет колледжем культуры вот таких высот? Мы об этом не задумывались, потому что перед нами стояло очень много проблем, которые нужно было решить сейчас. О том, какими мы будем впоследствии, даже и мысли в голову не приходили. То есть оставалось у нас 1 месяц для начала учебного процесса. Но об этом учебном заведении не знал в республике никто. У нас не было помещения, в котором мы должны были 1 сентября встретить ребят. У нас не было общежития, где должны были заселяться, куда должны были заселяться приехавшие из всех районов республики. И первые наши шаги, которые проходили в здании, где сейчас Дом печати. Помните этот первый момент, когда 1 сентября, когда все открылось? Звонкий смех детей? Нет, не звонкого смеха. Потом, это были не дети. Это были не дети, это были достаточно уже взрослые люди. Почему? Потому что первые наборы были только на базе среднего образования. То есть это были те учащиеся, которые закончили 10 классов. Алевтина Ивановна, вы с такой теплотой рассказываете об этих годах. Скажите, вы часто приходите в колледж культуры? Ну, во-первых, я никогда не расставалась с колледжем культуры, потому что в моей судьбе это учебное заведение стало главной. Это вот действительно самое светлое воспоминание в моей жизни. И можно сказать, что связь не терялась никогда. И чем дальше идет время, тем связи эти укрепляются. И поэтому я всегда бываю в училище и на встречах с педагогами. Очень многих знаю их лично. Некоторые из них наши выпускники, а теперь продолжают работать. Кроме того, просто традиционно, ежегодно, в дни 9 мая, День Победы, всегда проходят мои встречи со студентами. Алевтина Ивановна, спасибо вам большое за ваши воспоминания, за такую интересную беседу. Вы очень прекрасно выглядите. Я желаю, что вам крепкого здоровья и чтобы студенты колледжа вас также всегда принимали, любили и ценили. Большое спасибо. За окнами снежочек кружится. Время мандаринового настроения. Уже хочется поставить елочку и повесить гирлянды, чтобы вечером после работы налить ароматный чай или какао и мечтать о новых достижениях. И все же в такие моменты у меня проскакивает грустинка по лету. Иногда хочется щелкнуть пальчиком, и вуаля, ты уже на природе среди пения птиц. А давайте попробуем перенестись, например, в Национальный парк Кайгородский.
Правда, здорово получилось? Ну, чтобы не сбавлять темп хорошего настроения, предлагаю потанцевать. Тем более, что скрипач Дмитрий Федореев на своей страничке в социальных сетях радует своих поклонников. Что на этот раз подготовил музыкант, прямо сейчас и узнаем.